молча поздоровались. И у нас сегодня в гостях... Так, меня зовут Марина, можно без отчества. Я являюсь руководителем фонда защиты животных «Белый бим». Запомнили? Сегодня у вас в гостях вот эта маленькая собака. Собаку зовут, это мальчик, собаку зовут Брюс Ли. Мальчикам вопрос, Кто знает из мальчиков, кто Брюс Ли? Давай. Это он снимается в фильме как актер. Да, это актер-каскадер, правильно, спортсмен. Это спортсмен, очень известный. Он, к сожалению, умер, но он известен тем, что занимался восточными единоборствами. Есть еще его последователь, да? Джеки Чан, знаете, да? Кто знает, руки поднимите. О, все знают. Вот, смотрите, у меня есть еще одна собака, точно такая же, только чуть поменьше. Его зовут Джеки Чан, а вот этого зовут Брюс Ли. То есть они имеют носят имена известных актеров, спортсменов. Почему Джеки Чан, почему Брюс Ли? Вот эта собака является китайской породой, это шицу. Порода называется шицу. На самом деле, вот эта порода, их называют еще маленькие люди. Посмотрите, у него какая мордочка выразительная. Да? Он как человечек. Эта порода интересна тем, что у них волосики растут как у людей. Это не шерсть, а волосы. Она растет до плюс бесконечности. То есть если... Сейчас этот парень подстрижен. Видите, да, мордочка у него подстрижена. Он вообще весь подстрижен, лапки, все. А так, когда их готовят к выставке, их не стригут, и у них волосы прям вот вырастают настолько длинными, что по полу струятся. Да. Очень. Да, это они, да. Им делают заколочки, чтобы волосы не путались. Все очень красиво. Вот эта собачка, сейчас я расскажу, как правильно общаться с собаками. Вот эта собака интересна тем еще, что несмотря на то, что она является породистой, она оказалась на улице. Вообще, эта собака подобранная. Что значит подобранная? Вот кто из вас, подождите, руки поднимите, те, кто из вас видел когда-нибудь собаку или кошку, которая явно не домашняя, выброшенная? Практически все. Вот, смотрите, это очень-очень печальное зрелище. Почему? Потому что и собаки, и кошки, конечно же, должны жить дома. Ну, а теперь вопрос к вам. Ответьте тот, кто первый поднимет руку. А почему происходит так, что собаки или кошки оказываются на улице? Вот девочка сзади первая подняла ручку. Да. А еще почему? А еще? Давай, Марк. Ну, иногда то, что они там что-то очень плохое натворили. Ну, их за это отправляют на улицу. Еще вот девочка. Они не могут их обеспечить, ему там лотоками все корм не могут. Да. Еще какие варианты? Еще потому что они могут немножко лаять на хозяев, и они из-за этого злятся и просто выкидывают такое. Ну вот, да, все ответы совершенно правильные. Давай еще мальчика вот. И может быть такое из-за того, что у кого-то может быть аллергия, например, у детей хозяина. Да, все эти причины, руки опустили, все эти причины, к сожалению, действительно являются причинами того, что животное оказывается на улице. Но если вот все это вместе соединить, да, то можно сказать, что люди просто, когда берут животное, они оказываются не готовы к тому, что животное может болеть, что оно нуждается действительно в уходе, что оно нуждается в лечении, если оно заболело, да? Скажите, а кто из вас знает, сколько лет живут кошки и собаки приблизительно? Так, девочка вот сзади первая. Да, ты. Да, минимум, который живет собака или кошка, это 7-10 лет. То есть, смотрите, вам сейчас сколько лет? Кто назовет? 10. Вам 10. Если вы в этом году возьмете кошку, ну, ваши родители возьмут кошку, давайте я собака сейчас, да? Возьмут собаку, примерно в каком возрасте? Сколько лет вам
вам будет, когда вот кончится ее век? 20. Да, ну а вам сколько лет будет? Вот, сколько лет она с вами проживет? Сколько вам исполнится, когда закончится ее век? Да, да. Сколько, мальчик? Вот, сколько лет? До скольки лет она с вами проживет? Да, примерно так. То есть, смотрите, если вы в этом году взяли собаку, с вами она проживет всю вашу школьную жизнь. И даже чуть-чуть взрослой жизни. Это много или мало? Очень много. Очень много. А, к сожалению, люди, оказывается, не готовы, когда берут собаку или кошку, они не готовы к тому, что она будет жить с ними вот 5, 10, 15, а иногда даже 20 лет. Некоторые собаки являются долгожителями, и кошки, кстати, тоже. Некоторые кошки, я знаю, кошек, которые живут больше 20 лет. Но это, конечно, при хорошем уходе. Сейчас, минутку. Теперь я вот расскажу вам, почему я, когда мы зашли в класс, почему я попросила не подходить вначале к собаке, да? Совершенно верно. Потому что собака, увидев такое количество детей, шумное общество, да, незнакомое общество, естественно, испытывает стресс. Стресс — это кто знает, что такое? Вот мальчик первый возьмет. Стресс — это то, что когда людям не нравится или они злятся на это. И да, и когда людям что-то не нравится, они очень неприятно. Еще как правильно охарактеризовать? Стресс — это нервное положение, где ты боишься и чувствуешь, что тебе не по себе. Все верно, умница, умница. Это действительно очень сильное нервное напряжение, когда ты чувствуешь дискомфорт. То есть тебе некомфортно, ты не знаешь, чего ждать, и поэтому и боишься, и нервничаешь, и волнуешься, и переживаешь. Собаки, так же как люди, могут волноваться. Собаки, как люди, могут переживать стресс. Поэтому я попросила вас не подходить вначале к собаке. А сейчас я его сейчас пущу без ошейника по рядам, но я призываю вас, ребята, очень бережно обращаться с этой собакой. Не потому, что он маленький, нет, а потому что к собаке, как к живому существу, нужно относиться с уважением. Смотрите, когда вы видите собаку с хозяином, первое, что нужно сделать, первое правило, если вы хотите ее погладить, кто знает, что нужно сделать? Да, а сначала что нужно сделать? Умница. Первое правило, когда вы видите собаку с хозяином, нужно спросить разрешение. Вот сейчас, когда я зашла, кто-то из ребят спросила, можно ее погладить? То есть вы сделали совершенно верно. Таким образом, сейчас я вам даю разрешение гладить собаку, но действует второе правило теперь, включается. Когда к вам подходит собака или вы подходите к собаке, первым делом нужно дать ей познакомиться, понюхать руки, да. И надо, чтобы она вас видела. То есть к собаке нежелательно подходить со спины, нежелательно над ней вот так нависать, потому что все это она воспринимает как угрозу, то есть она может испугаться. Поэтому сейчас, когда он к вам пойдет, он пойдет с вами вот знакомиться, да, не вставайте, пожалуйста, не кричите и не делайте резких движений, просто протяните ручки. Если он понюхал вас, вы можете его потихонечку погладить. Но гладить нужно так, чтобы он видел ваши руки. То есть нежелательно хватать его за спину, тем более за хвост, да, или там за живот, за задние лапы. Надо аккуратно гладить там, где он видит ваши руки, чтобы они были ему видны. Это второе правило. Итак, первое и второе правило кто запомнил? Давай, вот мальчик сзади первый. Я запомнила то, что надо сначала спросить у хозяина, можно ли погладить, а второе то, что не надо делать резких движений, и чтобы собака должна познакомилась, да, что собака должна увидеть ваши руки и понюхать. А, кстати, почему понюхать? Недостаточно разве посмотреть собаки? Нет. Потому что у собак более развито обоняние. Совершенно верно, потому что собаки воспринимают мир в большей степени носом. Вот мы воспринимаем мир глазами, а собака в большей степени воспринимает его носом. Нос у нее чувствует 200 раз мощнее, чем наш нос. Вот. Так, сейчас я пускаю. Полная тишина в Плюсика. классе. Плюсик должен с вами пойти познакомиться. Я не знаю, кстати, будет ли он ходить знакомиться, потому что собака тоже может хотеть общаться, а может и не хотеть. У собаки тоже бывает настроение, бывает
Что собака без настроения. Да. Собака может испугаться. В классе полная тишина, иначе она испугается и получит стресс. Полная тишина. Так, можно его позвать. Да, вот он решил уйти. Вот смотрите, язык жестов, да, у собаки. Видели, да, он отряхнулся. Собака отряхивается, когда хочет стряхнуть в себя лишнюю информацию, когда она перегружена информацией. Вот мы, например, предпочитаем отдыхать, переключаться, а собака отряхивается. Вот, смотрите, язык жестов опять. Собачка, видите, да, у него хвост поднят, и он хвостом виляет. Он радостный. Это значит, ему хорошо. Ему хорошо, да. Ты молодец, у тебя, видимо, есть собака. Нету? А, кстати, поднимите руки, у кого есть собака. Отлично. Это очень хорошо. Ну вот, вы сейчас немножечко пообщаетесь с Брюсом. Можно его позвать по имени. Он элементарные такие, иди ко мне. Это скорее декоративная собака. Брюс, иди рядом. Мы его ласково называем Брюсиком. У Брюсика печальная судьба, я уже говорила, что он подобранный пес. Кстати, надо с него подступку снять, ему жарко. Брюсик был подобран на улице в кошмарном, в ужасном состоянии. Это сейчас он такой красавчик. А был он страшненький, конечно, грязный, больной. Ну вот, к сожалению, даже такая порода оказывается на улице, оказывается ненужной. Самые большие породы у нас командор. Командор — это собака с дредами такими длинными, белыми. Да. Ну вот, Брюс чувствует себя, в принципе, неплохо. Ему нормально. Так, мы разделимся. Это он просто закашлялся. Сейчас мы разделимся. Раньше в самом маленьком детстве вместо собаки говорила собака. Он делает зайчика, но сейчас он, конечно, не будет делать. Сидит на заднем плане. Надо, чтобы они его позвали. Только не кричать. Не кричите. Брюсик, скажи. Только если поднимать, да, то не за лапы, поднимать нельзя, только подмышки. Читать, да? Так, теперь давайте рассадимся. Девочки,
общаетесь с ним? Ближе вы общаетесь? Там есть дети, Ему 3 года. А у меня собаки синие. А у меня вообще не Вита, вы что, не поняла? Кошка. Так, все, я смотрю, самая лучшая группа. Молодцы. Так. Смотрите, собаки, которые подобраны на улице, вот Брюс в их числе, да, собака оказалась бездомной, сейчас это домашняя собака, это наша собака, моя. И вы, когда проходите мимо собаки или кошки, которая оказалась на улице, что вы делаете? Нет, незнакомую собаку и кошку, конечно, лучше не гладить. Вообще, что вы делаете, если видите бездомное животное? Если у меня есть там еда или деньги, я иду потом. Я беру собаку, саму, и потом покупаю в магазине еду и ложу. Да, можно подкормить это животное, потому что животное, которое оказалось на улице, скорее всего голодное. Еще, что еще можно сделать? Вы можете сфотографировать это животное и выложить в Инстаграм, если есть страничка. Потому что есть животные, которые просто потерялись и которых ищут хозяева, но не могут найти. Поэтому ваша помощь бездомным животным может заключаться и в этом тоже, чтобы сфотографировать, выложить и обозначить как-то телефон оставить свой для связи или оставить место, где вы нашли это животное, да? Ни в коем случае, конечно, не надо обижать животных, потому что любая собака или кошка, которая оказалась на улице, это обязательно бывшая домашняя собака или кошка. В феврале, когда мы его подобрали, он был настолько страшный, что мимо него просто все проходили, и он не вызывал желания какого-то взять к себе домой. То есть он был очень в безобразном состоянии, запущенный, грязный, очень больной. И да, в ранах. Да, он был в ранах, у него очень сильно болели уши, и, в общем, он был очень страшный, поверьте. Но, видите, оказавшись дома, да, животные, они все-таки становятся другими, они преображаются. Почему? Потому что собака и кошка это изначально домашние животные все-таки. И в частности, вот если говорить о собаках, вы же знаете, да, что собаку приручил человек много-много лет назад? Да? Вы знаете, что собака это раньше была диким животным, а потом человек приручил ее, и собака стала верным другом человеку на многие-многие-многие века. Она всегда была рядом с человеком, она помогала ему охотиться, добывать пищу, она помогала ему сторожить его дом, извещала о приближении чужих людей. Она была рядом просто для того, чтобы радовать человека. И поэтому собака, и кошки тоже, и собаки, это все-таки животные, которые должны быть рядом с человеком.